Итак, здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав, и сегодня я нахожусь в таком интересном месте. Посмотрите, сзади меня стоят две разработки наших якутских производителей, и сейчас давайте более подробно об этом, и обязательно поставьте лайк этому видео, поделитесь с друзьями, напишите комментарий. Приятного просмотра. Добрый день, уважаемые подписчики Клевая Рыбалка. Меня зовут Руслан Колодесников. Я руководитель проекта полиэтиленовых лодок в условиях нашего крайнего севера. Компания Технопластик совместно с компанией Экопласт в прошлом году изготовили и разработали две полиэтиленовые лодки. И целый год тестировали, экспериментировали, доводили. И вот с учетом всех этих построили две лодки. Одна лимба, плоскодонка, она предназначена для мелководья, для горных рек, для любителей порыбачить в маленьких горных реках. И эта Север 420, она предназначена для реки Лена, можно сказать. Лимба у нас длиной 520, 5 метров 20 сантиметров, шириной 1,60 м. Дно сделано из весь материал сделан из полиэтилена, никакого тут железа вообще нету. Все полиэтилен. Дно сделано из сантиметрового полиэтилена, листа, а все остальные борта, все сделано из 8 миллиметровых. Общий вес примерно 280-300 кило. Грузоподъемность у него 600 кило, можно посадить 6 человек. Но совсем плоская тут. Именно. Предназначена для водомета, можно сказать. Это материал полиэтилен, но полиэтилен низкого давления. Вот толщиной сантиметр. Вот пробуем его бросать в воду с емкостью. Это из него изготовлена лодка. Из него изготавливается. То есть лодка. Ничего себе, она сама не тонет вообще, не тонет, короче. Ага. Тут еще толщиной есть 2 сантиметра. Так. Это она именно изготовлена для саней. Ага, это сани. Ага. Наши любители поохотиться на буране, заказывают для себя сани. И покупают такой. Отлично. Это толщиной 2 сантиметра. А это материалы, из которых мы делаем лодки. Толщина сколько там? Тут толщина 8 миллиметров. Это сантиметровый. Это тоже 8 миллиметров. Все плавает. 8 миллиметров. Большая доска, да? Все. Она не тонет. Непотопляемый. Классно. Ни в одной царапины. Ух ты, вообще классно, друзья. Да, практически ничего нету. Друзья, я считаю, что хороший материал, хороший, потому что куда еще сильнее. Это раскрой плоскодонки, лимба, дно сделано из 10 миллиметров полиэтилен толщиной. Так мы делаем, срезаем на чупу, делаем раскрой, проект. Из него изготавливаем лодки. Самая первая конструкция. На все лодки мы даем заключение экспертизы. Так. И все тут написано. Грузоподъемность 600 килограммов написано. Высота борта 60 сантиметров. Ширина, длина корпуса все есть. Ходка с полной нагрузкой 41 километр в час. Это с водометным двигателем 80 лошадиных сил. И 49 километров в час с одним водителем. Все, устойчивость, непотопляемость, расчет максимальной мощности подвесного мотора. Так, и сколько там максимально можно подвесить мотор? До скольки лошадиных сил? Так. До 81, да? Ага. Максимальная мощность равна 80 лошадиных сил.
с водометным двигателем. Да. А без водомет на 60, да? Наверное, так. Тонну полу, да? Вот. С этим заключением, экспертизой, вы можете спокойно идти ставить на учет ГИМС. Максимальная грузоподъемность рекомендована 600 килограммов. Ну, как мы все знаем, тут можно и побольше веса сделать. Ну да, у нас же охотники, рыбаки иногда любят делать много, возят много топлива, вещей. Да. То есть 6 человек, 7 человек. Да, Это да. здесь в этой лодке все возможно. Если вот завтра человек прямо завтра закажет, мы с ним встретимся, поговорим индивидуально, все размеры уточним, утвердим, и срок примерно 3 недели. 3 недели он уже получит лодку. Как кроме этого, какие-то человек может свои доработки там вам заказать, какие-то чертежи там, не знаю. Все доработки, все нюансы мы там индивидуально все обсудим. Конечно, мы здесь все, что можно, все сделаем. Если он хочет там что-нибудь сиденье, какие-нибудь там нюансы, все сделаем из полиэтилена. Все из полиэтилена, да? Ну, можно, если он специально закажет там кресло какое-то, да? Мы это все подберем, все согласуем. Допустим, смотрите, мне, допустим, передняя часть, я бы хотел, допустим, сделать вот эту вот поменьше, то есть, чтобы у меня емкость, рабочее пространство здесь было больше. Такое возможно будет? Да, конечно, возможно. То есть у вас есть какие-то программы, да? Моделированием сделаем, проектируем. Потом согласовываете? Согласовываем и приступаем к работе. Понял. То есть даже можно полностью заказать крытую рубку, да, вот из пластика, да, вам? Ага, все возможно. И тент сделаем, можно и тент сделаем. Хорошо. Итак, дорогие друзья, в общем, идея, мне очень понравилась. Лодка, на мой взгляд, именно отвечает требованиям наших якутских лодочников, то есть охотников, рыбаков. Посмотрите, ребята по вашей просьбе могут изменить полностью переднюю часть. Здесь достаточно большой рундук, в который можно положить все что угодно. Здесь можно сделать крышку, все это сделать, чтобы закрывалось. Значит, ребята могут полностью по вашему желанию рулевую консоль поставить слева, поставить справа, врезать технологические отверстия под тахометры, под различное оборудование. Значит, вот эта часть мне, полезная площадь лодки, тоже симпатизирует, потому что, как вы все знаете, мы постоянно ездим, просто куча горючки, куча различных палаток, спальников, шкур, там, чего только нету, в общем, патроны. Все это все с собой возим, и поэтому они могут вам полностью изменить заднюю часть, сделать пространство еще больше, здесь вот добавить, врезать под горючку. В общем, могут даже сделать сварить съемные емкости, какие вы хотите под горючку. Вот. Хотите вдоль стены полностью один здоровый колымбак, хотите вдоль этой стены. Поэтому это очень хорошее решение, друзья. Вот. Здесь вот различные отверстия под провода, под шланги, все такое, в общем. Поэтому для якутян это самое лучшее решение: прийти сразу к производителю, спроектировать и нанести, изготовить собственную лодку по вашим хотелкам, вот, по вашим условиям эксплуатации, вот, и по вашему, так скажем, дизайну. Вот. Даже ребята могут полностью сделать ее крытой, вот, как каюту, как кабину, здоровую кабину здесь, в общем, что хотите.
Вот, а теперь достаточно интересная модель Север, да, по-моему? Друзья, посмотрите, лодка полностью это не железо. Это не железо, это пластик. Ну, лодку тоже сделали в прошлом году. Тоже экспериментировали, доработали. Эта лодка длиной 4 метра 20 сантиметров и шириной 1,75 сантиметров. Она сделана полностью из полиэтилена толщиной 8 миллиметров. Общий вес 200 килограмм. Так, тут киль, я смотрю, да, прям идет. То есть киль. Это он усиленный или просто вот киль такой? Здесь можно еще как-то усилить или же... Да, усилить тоже можно, ага. Все возможно. А сколько днище? Вот, 8 миллиметров. тоже 8, да? Ага. И этого достаточно, да? Достаточно, ага. То есть, если ударить об что-то, она не сломается, да? Нет. Вот, попробуем. Это очень, ну, полиэтилен очень прочный материал. Угу. Тут, когда где-то морозит, да? Угу. Тут ехали, она весь вот так на льду была. И просто мы его так просто разбивали. То есть вы делали испытания по осени, по холодам? По холодам, По да. шуге, да, получается? Была толщина льда сантиметр. Так, такой вопрос. Лодки у вас хранились под открытым небом зимой или же все-таки вы ставили в теплое помещение? Нет, она совершенно ни в чем не нуждается, она стояла здесь, прямо на улице. И никаких... Нет, она особых таких хранений, гаражных хранений не требуется тут. Да, вы что? Полностью морозостойкий материал. Классно, классно. По весу 200 килограммов. 200 килограмм, вот эта лодка вся? Вся Вы лодка чё? 200 килограммов. Классно. Мы готовы создать вот Север 420 и в плане, ну не в плане, а вот сейчас можем создать 380 и Север 520. То есть нарезать, Нарезать и да, сделать. и тоже склеить, да? И По изготовлению такой лодки примерно срок какой? 2 недели. То есть быстрее даже, чем вот такая? Ага, чем вот такая. Ну, грубо 2 недели. Ну, по желанию заказчика все можем сделать. Угу. Тут можем полки сделать. Угу. где-нибудь. Скажите, а вот у меня такое, допустим, просьба, да, вот, вы можете мне сделать секретный врез, чтобы, ну, типа кармашка, да? Ну, наши охотники любят вот такие Секретные секретные штуки. штуки, ага, Да. чтоб там ценные какие-нибудь. Да, да, Ну, чтобы хранить это- ценные вещи. Мы Да. это все можем Отлично, сделаем классно, классно. по индивидуальным заказам. Отлично, отлично. А стекло, я смотрю, у вас тоже прям ваше, да, все вот это? Или это? Это оргстекло. Это оргстекло, да, делаете? Понял, все, понял. Так. Ну вот, отлично тогда. По лодкам у меня вопросов нету, больше нету, друзья. Вот. Довольно интересно. Довольно интересно. Друзья, я сам только что узнал, вот буквально вчера пришел, посмотрел. Сегодня я уже начинаю записывать ролик про вот это производство наших ребят. Вот. У меня есть также продукция, у меня есть сани. Они вот из такого же, из труб, вот из трубы, где-то у вас вчера видел трубу, вот лежит, да? Вот. И из этой трубы у меня нарезано, вот, изготовлены зимние снегоходные сани. Вот. А по саням вы что-нибудь делаете вообще? По саням делаем, ага. Вот сани волокуши есть такие, знаете, они как ванна такая здоровая. Ага, такую тоже делаем. Тоже делаете, Ага, да? у нас Классно. уже, заказывали такие. Да? Делали. Отлично. Друзья, и Михаил, владелец вот этого вот компании, я с ним переговорил, он сказал, что готов разместить лодки на сайте клёваярыбалка.рф. А также там может быть и другая продукция этой компании, поэтому переходите, друзья, на сайт, смотрите и заказывайте. Вот. Кто из Якутии, кто из города Якутска, вы можете сразу перейти сюда. У вас какой тут адрес? Дзержинского 76Б. Дзержинского 76Б, компания Компания Технопластик.
Технопластик. И сразу напрямую уже с ребятами обговорить, заказывать лодки, емкостя, сани и все такое. Вот. А я сейчас буду дальше смотреть. Возможно, что-то, ребят, еще есть интересное. Я обязательно покажу. Продолжайте смотреть. А также мы изготавливаем емкости с разным объемом, с разным кубажом, септики. Все, что из пластика, мы делаем. Вот это что, септик лежит в данный момент? Это 6 септик 8-кубовый. Так, а он долговечный вообще как бы? Очень долговечный. Это 50 лет. Даже долговечнее, чем железный, да? Конечно, ага. Где-то 5-6 раз, наверное. Вот к нам приходят люди, которые раньше сделали септик из металла. У них это все там ломается, ржавеет, и заказывают вот такие септики. Хорошо, отлично. Молодцы, ребят. Итак, друзья, ребят на самом деле большие молодцы. Они изготавливают не только септики, емкости под воду, под бассейны, различные лодки для рыболовов, то есть ветки небольшие вот для озер и многое другое. И сейчас меня больше заинтересовало вот сани, которые они изготавливают, волокуши. Скоро сезон зимы, друзья, возможно, я им даже закажу сани волокуши. И поговорю, конечно же, с Михаилом, чтобы он разместил сани на сайте, потому что сани, которые пройдут мои испытания, обязательно должны быть у каждого снегоходчика. Вот. У нас, как вы знаете, в Якутии очень сильные морозы, поэтому вся техника, которая проходит у нас испытания, достойна того, чтобы быть на рынке, на мировых рынках, на российских рынках, в общем, везде. Так что, друзья, спасибо, друзья, Руслану за эту экскурсию, за то, что спасибо вашей компании за то, что производите для нашего населения эту продукцию. А также, друзья, они готовы к вам в Россию также отправить. У них есть филиалы, оказывается, в России, и они могут вам отправить продукцию. Поэтому ставьте ваши лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Всем хорошего настроения, всем спасибо, всем пока. До свидания.